города Владикавказ праздновали с особым размахом. Все желающие смогли посетить выставку «Город мастеров», поближе познакомиться с культурой предков, полюбоваться национальными костюмами, узнать новое об истории города. Воспитанники детских творческих коллективов провели мастер-класс по валянию войлока, продемонстрировали изготовление шерстяных ниток, пошив элементов национального наряда и рассказали о старых остинских играх. Это игра в нее играли девушки, чтобы развить пальцы и шить. Национальная кукла, керамика, резьба по дереву, боевые доспехи. Выставка состояла из нескольких площадок. Признанные народные умельцы представили свои работы. Лесная скульптура – древний вид народного творчества. Когда я этим начал заниматься, я даже не знал, что есть такой вид народного творчества. А у нас природа богатая, климат такой континентальный, резкий, где и град, и повреждаются деревья, где-то дупло, где-то коря, где-то вода разлилась. Походил после того, как вода спала, и на сваленных деревьях уже есть какие-то корни интересные, которые держат камень, вволакивают и держат крепко. Вот здесь есть такие работы. И ничего им не надо. Взял, почистил, очень красиво. Площадок выставки проходило написание блиц-пейзажа. Юные художники показали, каким они видят город. Мы проводим такую акцию «Раскрась наш город». Мы сделали раскраски для детей с видами нашего города, здания нашего города. И детки раскрашивают, им интересно, и нам интересно посмотреть, как они видят наш город. Они должны узнать, что это за здание, и раскрасить их. В юбилей города архивная служба республики подготовила историко-документальную выставку, а сотрудники Почты России провели продажу почтовой продукции, посвященную истории Владикавказа. Мадина Сханова, Ибрагим Ибрагимов, Осетия ТВ.